сейчас я позволю себе занять ваше внимание небольшим таким экскурсом. Для тех, кто здесь впервые, я представлюсь. Меня зовут Дмитрий, я куратор нашего пространства, которое называется Центр креативных индустрий HipHub. И сегодня у нас с вами очередная публичная лекция из большого цикла, длящегося уже третий год, который называется «Сыну Эрдым. Здравствуй, знание». Этот лекторий на самом деле образовался на основе нашего давнего сотрудничества из большой компании госкорпорации ВПРФ. И вот в рамках большого социокультурного проекта у нас появилась возможность наконец-то с максимально возможным качеством делать техническую запись лекций и делать целые циклы лекций. Уже прошли циклы лекций, у нас уже записано свыше 10 прекрасных лекций за эти годы, которые, наверное, попадают во вневременную такую сокровищницу нашего региона. Но этот цикл сегодня он называется HipHub Lab, потому что в этом году работает лаборатория современного искусства под кураторством Амгалана, который чуть позже нам немножко расскажет об этом. Но и целью этой лаборатории является переосмысление наследия, хранящегося в фондах Национального музея Республики Бурятия. Напомню, что проект «Сыну ГИР» – это проект, в котором мы работаем с наследием Национального музея и театра «Байкал», в связи с тем, что эти две старейшие культурные институции нашей республики, они обретают новые дома, строятся, вы знаете, строятся вот в центре Улан-Удэ два больших здания. Ну, я, наверное, себе позволю один ролик, да, на то, чтобы объяснить для тех, кто слышит об этом впервые. Ролик называется, он объясняет предтечи сегодняшней лекции и рассказывает о нашем большом проекте. Вот, сейчас, секундочку. Ну, я вам покажу ролик, который объясняет. И мне кажется, в этом слове очень точно или, может быть, емко отражается вот наша ментальность бурятская, что ли. Это же как будто бы воспитание некой эстетики. Надо украшать свое окружение через культурные предметы, элементы. Этот проект нам нравится, он развивает и обогащает культуру Бурятии. Он объединяет много разных людей, и это очень круто, и это очень важно. Потому что это какая-то невероятная энергия, и самое главное, это энергия, которая в хорошем смысле созидательная эпидемия, которая захватывает жителей, художников, творцов, власть и огромное количество участников этого проекта. Сайну. Сену. Сайну. 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 На самом деле это проект очень долгий. И у нас сегодня с вами, у него уже есть два продолжения. Один из них называется «Сыну ГИР», «Здравствуй, дом». Второй называется «Сыну Тенгри». И я горд объявить о том, что сегодня было его
презентация Сайну Тенгри, проект, посвященный гражданской авиации Бурятии, а точнее строительству нового здания терминала аэропорта. И у нас сегодня с вами уникальная возможность. К нам прилетели наши московские друзья, представители, собственно, люди из этого видеоролика. В первую очередь человек Олег Ракитов, директор социокультурных проектов корпорации ВПРФ. Я с удовольствием предоставляю. Спасибо большое, но я не буду занимать много времени, потому что все все-таки пришли на лекцию. И, наверное, скажу самое важное и ценное, потому что Дима, когда создавался проект Сайну, который потом стал вырастать в какие-то новые форматы, от ребят была такая идея, что лекторий – это то, чего в городе не хватает. Это то, что точно будет востребовано, и то, что лучше всего шаг за шагом знакомить с какими-то глубинами вашей культуры, истории, традиций, что лекторий – это тот формат, который точно придаст больше возможностей развиваться городу, гуманитарно развиваться. Поэтому, наверное, очень ценно, что каждая наша активность в городе, каждый проект Сайну ГЭР, Сайну Тенгри и самое начало, он стал таким началом для вот этого формата. Потому что открытый городской лекторий, поверьте, это не частая история для городов, но когда она есть, это очень яркая характеристика города. Это пример того, что для людей их культура, их история, она очень ценна и, самое главное, она актуальна. Потому что когда это является просто таким каким-то обязательным событием в жизни школьника, что нужно пойти в музей, посмотреть, чтобы галочку поставить, но когда дальше вы продолжаете это изучать, интересоваться, самое главное, рассказывать об этом, это наверняка, мне кажется, самое ценное. Поэтому я на самом деле очень рад, что ВПРФ, несмотря на то, что это финансовые госкорпорации, государственные, мы занимаемся в первую очередь проектами инфраструктуры, но если мы можем делать такой гуманитарный вклад в развитие города, в развитие республики, в целом в развитие культуры, это очень ценно. Спасибо вам за ваш интерес и за ваше неравнодушие. Спасибо. Олег, спасибо большое. Действительно, публичные лектории для нас это одно из самых долгоиграющих, а, наверное, даже вневременное, так скажем, следствие всех наших действий. Я еще раз выражаю от лица горожан, от лица нашей команды благодарность и ребятам из корпорации ВПРФ, а также большому количеству союзников наших из разных организаций города, аэропорта и театра, и музея, что благодаря такому стечению обстоятельств были созданы причинные условия для реализации той самой нашей давней идеи публичного лектория. Но сегодня этот лекторий, он немножечко заточен под интересы лаборатории современного искусства, о которой я говорил чуть ранее. И я хотел бы сейчас пригласить на сцену Амгалана Ринчине, куратора этой лаборатории, чтобы он сказал несколько слов о самой. Здравствуйте. Меня зовут Амгалан Ринчине, кто меня не знает, но мне очень приятно, что я уже примерно узнаю людей, которые ходят к нам на лекции. Я куратор лаборатории. В этом году у нас появилась такая классная возможность провести лабораторию по современному искусству. Я лично и наша команда вся убеждена в том, что это направление необходимо для развития. Эта лаборатория, наш вклад в развитие современного искусства у нас в Бурятии. И мы убеждены также в том, что развитие современного искусства без этого направления изобразительного искусства очень сложно, а иногда и невозможно развивать смежные какие-то направления, так называемой креативной индустрии. Поэтому вот такая лаборатория имеет место быть. Ее схема очень незатейлива. Мы набрали 10 художников, с которыми, собственно, и проходим эти все методологии современного искусства, азы, как-то друг другу учимся, набираемся опыта. И, безусловно, так как организаторами лаборатории является Национальный музей и Центр креативных индустрий «Хаб-Хаб», безусловно, у нас будет выставка в Национальном музее в январе, такая отчетная наша.
Поэтому всех приглашаю на эту выставку. И, собственно, лекции, курс лекций. В рамках лаборатории мы решили, что эти лекции должны быть открыты, и все, кто хочет, все, кто интересуется, может прийти и послушать лекцию. По сути, вы сейчас находитесь на занятии, на одном из занятий нашей лаборатории. Поэтому я хочу представить вам лектора. Наша вторая лекция по изучению и исследованию культуры бурятской. Амгалан, Дашин Амгалан с лекцией «Монгол Бышик». Передаю ему слово. Спасибо, что ты с нами. Спасибо. Меня слышно хорошо? Добрый вечер, меня зовут Джамсаев Амгалан, я исследователь монгольской письменности, исследую исторические хроники бурятно-монгольской письменности, выявляю их лексические и грамматические особенности, и также являюсь еще исследователем письменной традиции, письменной культуры монгольских народов. И я рад вас всех видеть, я вижу, что тема очень популярна, меня очень радует, что у нас много людей занимается монгольской письменностью. И все равно чувствуется, что есть потребность для улан-удэнцев в том, как нам трактовать, в вопросах того, как нам трактовать монгольскую письменность, как нам трактовать связи бурятского языка и монгольской письменности, отдельно ли это языки или схожие это языки. На эти вопросы у нас нет до сих пор четкого и ясного ответа. И в этой лекции, в этой презентации у меня, скажем, выжимка, наверное, из 30% из всего, что мы знаем. Ну и давайте мы начнем. Так, я же правильно делаю? Да, давайте мы начнем говорить о корнях. Монгольская письменность, она не пришла с неба, она не возникла сама собой у монгольских народов. На самом деле корни у нее достаточно восходит к финикийскому письму, к первому народу, который мы проходим в 5 классе на уроках истории. Финикийцы, древние египтяне, какие-то знаки, они даже действительно могут восходить к египетскому письму. Нам нужно знать, что монгольская письменность и основная масса ученых с этим согласна, она происходит от уйгурского письма. Уйгуры нам, россиянам, жителям постсоветского пространства, знакомым по певцу, который пел песню про «Мальчик хочет Тамбов». Я запамятовал его имя, фамилию, но да, вот считается, и уйгуры сейчас, они живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китайской Народной Республике, но сейчас они уйгурской письменностью своей не владеют, они используют арабскую письменность. Уйгурская письменность, она достаточно хорошо сохранилась в памятниках, в книгах. Эти книги и фрагменты, они разбросаны по библиотекам мира. В Берлине, в Петербурге есть. А само уйгурское письмо, оно восходит к сагдийскому письму. Сагдийцы — это народ, ираноязычный народ, который проживал на территории современного Узбекистана и Таджикистана. И, как вы можете видеть, сагдийцы писали вертикально, строки шли справа налево. Не как мы сейчас пишем слева направо, а справа налево. Нам нужно знать, что считалось раньше, до недавнего времени считалось, что уйгуры повернули направление строк на 90 градусов. На самом деле это сделали сагдийцы, и это произошло в V веке до нашей эры, то есть 1500 лет уже прошло. И считается, что поворот был связан с... Считается, что поворот... Отлично, еще хуже. Так. Считается, что поворот на 90 градусов был выполнен под влиянием китайской иероглифики, которая с древности пишется сверху вниз. У сагдийцев были обширные культурные контакты с древним Китаем, и из-за необходимости выполнять переводы сагдийцы приучились писать вертикально. Но тут у нас нет никаких подтверждений этой версии. Единственное, что можем сказать, действительно есть одна разница в китайской письменности, до сих пор в японском частично, направление строго, оно вертикальное, но порядок их идет справа налево. А у сагдийцев, у уйгуров, у монгольских народов современных направление строго идет порядок строк слева направо. И это достаточно большая разница.
И по поводу корней можем сказать, что действительно монгольская письменность, она восходит к финикийскому прообразу, и до сих пор не все буквы, они еще напоминают финикийскую, да, некоторые современные монгольские буквы, они частично напоминают финикийскую письменность. Эта буква бета, она, как мы можем видеть, ушла в кириллицу в этой же форме, и в латиницу они до сих пор очень похожи. И вторая буква, сходство которой мы не можем отрицать, это буква О. Буква О, в свою очередь, финикийская буква О, она восходит к египетскому иероглифу Айн, который обозначает глаз. Его раньше считали, что он имитирует огубление, лабиализацию губ. На самом деле оказалось, что это больше глаз. И вот эта буква, она без изменения она дошла до современности. Монгольская письменность до сих пор она обозначает О и У одновременно. Об этом мы позже скажем. И, как я уже сказал, у нас перед нами есть хороший образец того, как сагдийцы могли в одном документе употреблять китайскую иероглифику и сагдийское письмо. То есть монгольская письменность, включая ее прототип, вертикально уже больше 1500 лет. У нас есть вопрос термина. Я встречал очень много людей на Западе, в том числе и в людей, выходцев из региона, о котором мы сейчас говорим. И есть дискуссии по поводу того, можем ли мы называть монгольскую письменность уйгурской. Да? Некоторые говорят, у монголов не было письменности, они пользовались уйгурским письмом. Об этом мы поговорим попозже. Есть один хороший факт. Ни сагдийцы, ни уйгуры современные не пользуются этими письменностями. Письменность осталась у монголов. Соответственно, мы можем ее на таком, скажем, низовом уровне дискуссии считать, что она действительно монгольская. Об этом я еще дальше расскажу, но мы запомним этот момент. Следующий момент, который мы должны знать, о котором мы должны рассказывать по возможности людям, монгольская письменность, она не была принята в XII веке. Монгольская письменность, и этому есть очевидные факты, монгольская письменность начала употребляться среди монгольских племен, не всех, но части монгольских племен, как считается, еще в X-XI веке, это 900-е, 1000-е года нашей эры. И почему мы так можем сказать? Как филолог я могу сказать, монгольская письменность, она фиксирует произношение до чингисовской эпохи. О чем я говорю? Мы знаем, как говорил Чингисхан. У нас есть памятники средневекового монгольского. Вот эта монгольская письменность, о которой мы рассказываем, она явственно показывает, что монголы до Чингисхана примерно так говорили, потому что есть в орфографии некоторые следы древнемонгольского произношения. А Чингисхан говорил, и Хубилай-хан, и наши средневековые предки, они говорили уже чуть-чуть по-другому. И вот этот момент чуть-чуть, он как раз нам дает основание предполагать, что наши предки начали использовать его за примерно 150-200 лет до Чингисхана. И поэтому я здесь написал, да, начало использования не означает государственный статус, а на государственный статус, когда уже действительно было создано монгольское государство, это произошло в 1204 году, и этому есть такое пространное указание в сокровенном сказании монголов, сокровенное сказание к нам дошло в китайских иероглифах. Указ был о чем? Пусть записывают в синие книги перепись населения всего государства, а равным образом и судебные решения. Для юристов, для историков это тоже очень ценное указание. Почему? Потому что мы можем сказать, что, во-первых, в государстве Чингисхана уже была развита судебная система и уже велся учет населения. И это очень важно, да, для государства. И никакое государство, оно не может действовать без письменности. Ни империя инков, ни ацтеки, никто не мог действовать без письменности. Монголы, наши предки, не современные монголы, а исторические монголы, наши предки, тому явственный пример. Мы теперь будем говорить о первом памятнике монгольской письменности, который до нас дошел, и он находился на территории бурят современных. Да, Хирхиринское городище, оно находится совсем недалеко, 200-150 километров, это для кочевников очень маленькое расстояние, на восток от современного Агинского автономного округа, бывшего автономного округа. Текст считается, что он высечен в 1224 году, через 20 лет, но
мы не можем быть уверены в этой датировке. Считается, что он мог быть высечен и на 20 лет позже. Что мы можем сказать об этом памятнике? Он располагался на территории Степного дворца, его называют еще Куандинское городище. Вот этот топоним Куанде, Хуанде по-бурятски, он сохранился в бурятских легендах. И там располагался одноименный дворец одного из представителей степной аристократии, средневековой монгольской степной аристократии. И этот памятник, он был обнаружен уже в начале 1800-х годах, до наполеоновского нашествия, и только в 1832 году был увезен в Петербург. И, как вы можете видеть, во время его перевозки его разломали, он сломался, но сейчас он ныне хранится в Эрмитаже в достойных условиях. Все, кто в Эрмитаже был, его могут видеть на 3-м этаже, и если прикинуть примерно по размеру, да, вот это и 15-летней давности, примерно 2 метра, да, примерно вот такого вида. И это оригинальный памятник, но он много лет был вставлен в одну из колонн Эрмитажа. Его потом оттуда извлекли, и уже он занял свое почетное место. Есть ремарка одна касательно того, как в истории относились к таким памятникам. Во Владивостоке, в Хабаровске есть несколько памятников киданской и джурдженской письменности, и монгольской письменности там тоже есть, но они тоже были все в какой-то момент вмонтированы в стены здания, да, и это нам повторно показывает, как, служит напоминанием того, как нужно относиться к историческим памятникам. Я уверен, что где-то, может быть, в Бурятии есть такие вещи, люди не знают, да, что это ценность. Здесь еще указано, да, 335 саженей. Мы не знаем, какая была средневековая монгольская сажень. Если мы будем брать современную сажень, да, современное понятие сажень, это вот, да, размах рук, то получается, что Исунке он выстрелил на примерно полкилометра. Но проводили в Монголии эксперименты, это было 10 лет назад, выяснили, что, скорее всего, он выстрелил на примерно 370 метров. Считается, что это 370 метров, и для современных лучников это ого-го цифра. Касательно этого памятника тоже не все так просто. Выяснилось, что первая строка, где написано Чингисхан, причем Чингисхан в родительном падеже, и вот это слово, здесь написано Йисунке, да, это имя стрелка, они образуют между собой спираль Фибоначчи. То есть это уже о чем-то нам говорит, да, об уровне эстетики наших средневековых предков. И, как вы можете видеть, вот это имя Чингисхана, оно стоит наверху, и эта традиция называется Мур-Тытхх по-бурятски. И у бурят она тоже была, она дошла буквально до... Она до сих пор встречается еще в документах 1930-х годов, но сейчас мы ее практически не знаем. Это аналог красной строки, но если мы красную строку в кириллице мы немного отодвигаем, то в монгольской письме, наоборот, нужно поднимать. И это обозначает символическое возвышение имени царя. Есть документы илханидов, я их сегодня не буду показывать, это материал для отдельной лекции. Такие формулы, да, которые уповают на небеса, на вечное синее небо, они стоят уже выше царей даже. То есть, видите, сначала должно быть упование на харизму, на небо первоочередное, да, и вот эти строки, они немножко вот так начинают. Здесь небо, здесь уже обоснование, а потом уже сам царь, да. Мы переходим к следующему памятнику, это стела Мунхахагана, она очень тоже примечательный памятник. Что мы должны знать, да? Здесь написано Мунхахаган, да, Мунхахан. И это считается, что этот памятник нужно читать с середины, не отсюда, не слева направо, а с середины. Это первая строка, вторая строка, третья строка. Этот памятник, как вы видите, он сопровождается китайским письмом, но нас китайская часть его не интересует. Нас интересует, что именно этот памятник, он написан в такой интересном достаточно порядке, и это такой богатый материал для нас, да, для нашей современности. Давайте дальше пойдем. Монеты илханидов, они сейчас очень дорого продаются, за десятки тысяч долларов, и мы можем видеть, что монгольская письменность, она всегда могла сопровождаться еще и другой письменностью. Например, вот эти монеты, они сопровождаются арабской письменностью. Вот эта знаменитая, в узких кругах знаменитая монета, она написана на монгольской письменности. И причем, что интересно, здесь на монгольской части написано
упование на вечное синее небо, мунхы, тенгрин хусынды, да, силою неба. А в арабской части, она здесь в центре, здесь уже упование на имя Аллаха. И Газан хан, он первый из монгольских царей, которые правили в западных улусах, который принял ислам. Да, он пришел из буддизма, он был воспитан в буддийском духе, он перешел в ислам, и какое-то время монеты, верительные грамоты, документы на металле, в том числе и на бумаге, они использовали упование, да, к двум культурам. Да, то есть мы можем как-то представить, да, уровень веротерпимости в ту эпоху, который уже для более поздних времен, для 1600-х, для 1700-х, такой уровень веротерпимости уже не представляем, для Средневековья очень даже. Так, давайте дальше. Мы путешествуем на 300 лет вперед, и это письмо Петру Первому, которое было отправлено из Монголии Петру Алексеевичу, и мы можем видеть, да, что здесь написано, да, на слух записали имя Петра Первого, да, Петр Алексеевич, Петр Алексеевич. Ну, если так разбирать памятник, слишком много времени уйдет, но для меня показалось интересным рассказать, да, что такие письма существуют, да, они есть, они исследованы еще в 60-х, 70-х. Так, я хотел бы спросить, кто узнает это здание? Да, правильно, в Корее, да. В Корее это Modern Tower, если я не ошибаюсь, примерно центр, я могу ошибаться в названии, но если отойти на юг, на юго-восток, там будут два озера. На западном озере есть один памятник, мимо которого мы можем пройти, не зная. Да? На самом деле это очень для нас важный памятник. А что это за памятник? Это памятник, здесь должна была быть анимация, но ладно. Это памятник подчинению Кореи маньчжурами. Он был поставлен в 1632 году, когда маньчжуры завоевали Корею. Они поставили этот памятник. Здесь памятник написан на маньчжурском письме, здесь написан на монгольском письме. И на обороте есть еще китайская надпись. И да, правильно, Lotte World Magic Island, вот там этот памятник находится. Это маньчжурская часть, на маньчжурской. Маньчжуры адаптировали для своего языка монгольскую письменность, а это уже монгольская часть. И у нас должен возникнуть вопрос: маньчжуры завоевали, да, маньчжуры это кто? Это тунгуссо-маньчжурский народ, он родственник эвенкам нашим, завоевали Корею и поставили памятник, да, что мы умиротворили Корею, и оставили надпись на монгольском языке в том числе. Почему? У нас должен возникнуть логический вопрос: кто тогда в Корее знал монгольский язык? Если мы ставим какой-то памятник на каком-то языке, мы должны понимать, что его читают те, кто завоевал какую-то землю, и тех, кого завоевали. Хорошо, корейцы знали монгольский? Нет, они не знали. Маньчжуры знали? Они знали, но не все. Какие есть соображения? Дело в том, что в Маньчжурской империи, в Цинской империи, монгольский язык — это один из государствообразующих языков. Даже если в Корее нет людей, которые говорят на монгольском языке, их считалось важным, да, поставить памятник, в том числе на монгольском языке, на монгольской письменности, чтобы показать силу империи. Да? То есть любая империя, ну, мы не говорим о западных империях, говорим о восточных империях, они считали за пользу, да, многокультурность. И это очень важно, да, может быть, кто-то из присутствующих, кто-то из ваших прапрапрадедов в этом участвовал, да, то есть это одна из тех культурных реликвий, которые мы должны знать, которые мы должны посещать. И следующий слайд, он должен был быть посвящен, мы вот были на Западе, мы были в государстве Илханидов, мы 4000 километров пролетели, оказались в Корее, мы должны были дальше пойти в Юннань, да, в Юннань. Там тоже один есть памятник монгольской письменности, тоже средневековый, и кто-то из наших предков тоже там мог побывать и прийти обратно. И этот памятник, он до сих пор сохранился, и мы таким образом совершили бы такой кружок. Но мы немножко зажаты по времени, но поэтому для современных бурят, что мы должны знать из этого памятника? Самая главная мякотка для нас, то, что здесь, в этом памятнике, зафиксировано одно из самых старых этнонимов корейцев. Да, как мы называли корейцев? Мы не называли их Коре, да, мы их называли Солонха, да, или Солонгос. На современном бурятском еще могли, историческом, не на современном, на историческом бурятском могли называть Холонгот. Да. И этот народ, он упоминается в исторических летописях бурят. И вот оно написано, да, Солонха Улус, да, Солонха Улус. Это корейцы.
Теперь мы переходим на 50 лет дальше, и это уже эпоха того, как монгольская письменность, и она становится на службу распространению буддизма. Что мы должны знать? Буддизм, он очень требует много книг. Добродетель в буддизме что? Есть 10 добродетелей, да, есть 10 белых грехов, есть 10 черных грехов. Одна из добродетелей – это распространение учения. Распространять учение можно устно, распространять учение можно письменно. И поэтому с этого момента начинается такой, как бы сказать, примерно с 1660-х годов я вижу, мы ведем, ну как ученые всего мира ведут реестр памятников. Примерно со времени принятия буддизма есть сильное увеличение в числе, очень много книг, внезапно очень много памятников появляется. И много из присутствующих узнают форму. Это как выглядела монгольская книга на монгольской письменности. Как видите, у нее нет переплета, страницы переворачиваются механически, переплета нет никакого. И используется для скрепления, используются деревянные дощечки, на каких-то книгах нету, на каких-то книгах их нет. Для скрепления, чтобы не потерять листы, используются тканевые обложки. Вот примерно вот так выглядит книга из червленой бумаги, из лакированной бумаги. Это рецепт Дон Утерин сейчас, как делать лакированную бумагу. Все, что мы сейчас видим, мы знаем, это адаптация, да, адаптация. Касательно вот таких книг, раньше такие книги писали не имитацией золота, а настоящим золотом. Да? Считалось, что если мы берем золото какой-нибудь, особенно женщины это делали, они художникам-писарям давали в честь заслуг, да, или как в качестве пожертвования золото на переписку. И это золото, которое написано, оно обратно уже в ювелирное изделие уже не могло вернуться. И таких книг осталось не очень много. И мы должны знать, да, книга для нас что означает, да, и в исконном понимании это средство накопления добродетели, это ритуальный предмет, да, мы помним, да, нам всем Одиссы давали, да, в детстве, может быть, кто-то помнит, и, соответственно, культурная ценность, исторический источник, потому что такие книги, они не только были буддизмом посвящены, очень много исторических сочинений до нас дошло именно в такой форме. Как филолог могу сказать, что вот по таким книгам мы можем замечать следы древнемонгольского языка. Монголы переводили буддийские сочинения не только с 1600-х годов, а это началось гораздо раньше, это началось даже, может быть, в добуддийскую эпоху, в дочингисовскую эпоху. И литераторы разных эпох, бурят из 19 века, или монгол из 16 века, или какой-то другой монгол из 15 века, он пользовался переводами древних эпох. Какие-то сочинения переводились заново, какие-то переводы, они опирались на более древние переводы, и это заметно, потому что редакторская работа, она не была равномерна, она не была как современная. Какие-то вещи, они могли не меняться более 1000 лет. И мы по некоторым особенностям орфографии мы можем видеть, что что-то осталось от старой эпохи, что-то от новой эпохи. И мы можем видеть еще одну особенность книжной культуры у тибетцев, у монголов. Каждая книга нас сопровождается изображением божеств. Это Майядре, это Бурхун Бакша, это Дурву Махаранза, да, 4 Махараджи. Эти божества, считается, они охраняют книгу, да, они охраняют книгу, охраняют ее содержимое. Да, книги разного формата могут быть, да. Это одна из самых крупных, это Хохотоский Ганджур. И обычно есть такая традиция, она у бурят забыта, это брать такие книги, совершать с ними горо. Они очень тяжелые, они могут весить 10-15 килограмм. Давайте пойдем дальше. У нас об этом моменте очень часто забывают. Это поворотный момент для монгольской истории, 1587 год. Это то, когда мы можем сказать уже действительно, что монгольская письменность она стала действительно монгольской письменностью. В чем особенность? Произошел переход из алфавитного письма в силлабическое письмо. Раньше, до 1587 года, монгольская письменность она была похожа на кириллицу. Если мы пишем «б», мы пишем «б», если пишем «ма», мы пишем «ме». Да? А уже после 1587 года уже происходит такая, мы скажем, непроговоренная реформация. Монгольская письменность она уже обязательно сопровождается огласовкой. И
по этому принципу мы до сих пор, этому принципу мы до сих пор пользуемся, этим принципом. И этот принцип, если говорить по своему опыту, бурятам, например, да, и современным монголам, халха-монголам немножко сложно освоить монгольскую письменность. Почему? Потому что мы привыкли к кириллическому способу мышления, а нужно думать по силлабам, по слогам надо думать. Но об этом, это опять-таки материал для других лекций, это все, ну, так скажем, очень такая обширная тема. Мы переходим уже к собственным бурятским документам. Сразу я хочу сказать, да, господствующая точка зрения до сих пор очень много людей считает, по инерции Советского Союза, что буряты использовали монгольскую письменность только как буддийский инструмент. Да? Буряты приняли буддизм, пришла монгольская письменность. На самом деле это не так. Почему? Потому что у бурят, в бурятской письменной традиции очень много рудиментов скажем, со средневековья. Буряты используют такой способ, о котором я говорил. Да? Муртытха поднимают строчку, потом орфография, она тоже в некоторых моментах заставляет думать, да, что буряты взяли письменность несколько, ну, так скажем. Как специалист, давайте я расскажу немножко чуть поподробнее, но одновременно сжато. Бурятский язык сам по себе как язык, он достаточно архаичный. На фонетическом уровне у него очень много инноваций, причем инноваций, которые не характерны для монголов. У нас больше такой язык, больше прибайкальского региона. У нас отсутствуют африкаты, у нас есть фарингальная ага, но на уровне грамматики, на уровне морфологии у нас очень много архаизмов. У нас есть лично предикативные частицы, которые в средневековом монгольском были, у монголов их нету, они отпали, а у нас они есть. Но второй момент, мы должны знать, что монгольская письменность и книгоиздание на ней, в основном оно концентрировалось на югах. На югах я имею в виду не наши юга, а внутреннюю Монголию и Пекин. И по памятникам я могу видеть, что какие-то памятники, они подозрительно напоминают бурятскую речь. Не везде и не всегда, но немножко чувствуется. Другие монголы так не говорят, я это знаю, что они так не говорили исторически, и сейчас они так не говорят. Буряты говорят. Соответственно, у меня есть основания подозревать, что этот памятник, он был переведен или написан прото-бурятом, да? Ну, прото-бурятом. Но основная масса, она такая, больше на монгольском языке, да? На стандартном монгольском языке. И эти памятники мы исследуем, мы по ним пишем статьи, они уже как лет 50-60 известны, просто о них не все знают, и это не популяризируется. И вообще монголоведение достаточно такая узкая среда, там не больше 50 человек по всему миру, ну, имеется в виду, которые прям такие именитые люди. По поводу еще использования, да, нам надо знать, что монгольская письменность употреблялась у нас совершенно нормативно, да, как, ну есть, да есть и все. Мы из нее не делали никакого там фетиша, у нас не было никакой романтизации этого. Все очень утилитарно, пишем, говорим на бурятском, пишем на монгольской письменности, при этом мы не ставим такую границу, да, монголы, все это чужое, да, что-то такое иностранное, а вот мы здесь, да, буряты. Это очень характерно для современных бурят, для исторических бурят это не было характерно. Что, как человек, который, так скажем, всю аспирантуру этим занимался, могу сказать, что по монгольской письменности в Бурятии определенно можно сказать, что была интерференция. Что значит интерференция? Что письменный язык, он влиял на речь бурят, и наоборот, устная речь бурят, она влияла на монгольскую письменность, да, которая в Бурятии использовалась. Это момент нужно запомнить, мы к нему потом позже вернемся. Монгольская письменность, она используется в образовании, да, то есть мы здесь видим фотографию знаменитую, это Циден Сакияев, это отец второй жены Цибена Жамцарно. Здесь, как видите, он написал для фотографа, он написал на монгольской письменности и на кириллице написал, такой, как бы сказать, пример, да. И здесь мы сразу можем видеть особенность бурят, да. У бурят в середине далет использовался очень свободно, да, и этот далет, в середине, он должен быть вот такой, вот как здесь, да, как в современности, но использовали его в такой медианной позиции тоже, и это тоже традиция из 15 века. Из 15 века, то есть, если уж буряты когда-то учились монгольскую письменность, то они это сделали до буддизма, в 15 веке, 14 веке, может быть. Теперь мы перейдем к такому моменту, как печать. Да? Мы использовали ксилографию, но к концу Российской империи,
1890-х, 1900-х, 10-х и даже 20-х годах. Опс, не туда. Опять не туда. Так, здесь должны были быть несколько интересных фотографий. Мне их, видимо, придется опустить, они не прогружаются. Ну, в общем, были такие печатные машинки, на них можно было печатать на монгольской письменности, но если мы будем брать пример, то это не значит, что строка она набиралась вот так, да, вот так, ну, как мы ожидаем, да, она набиралась вот так, а уже потом документ сам просто переворачивали. Ну, да, такие машинки, они были в ходу до 30-х, потом в 50-х годах из КНР привозили несколько машинок. Они уже были больше на пьезоэлектрическом принципе, но они уже больше похожи, чем на компьютере. Что нам это должно говорить? Да, что потребность печати, да, она была у нас всегда, то есть мы не только писали. Этот момент тоже надо запомнить, мы к нему позже вернемся. Нам кажется, что советская эпоха, она для нас вся такая из кириллицы состоит, да, на самом деле нет. Первые годы своего существования Советский Союз очень, скажем, толерантно относился к монгольской письменности, вообще к некириллическим письменностям. И до нас дошло, да, несмотря на то, что такие памятники сознательно могли уничтожать, до нас дошли, да, вот такие, казалось бы, уже, можно сказать, почти современные вещи, как, например, удостоверение, да, удостоверение на монгольской письменности. И, как видите, здесь женщина, но она здесь тоже она подписалась на монгольской письменности. Было очень много продукции, да, которая использовала билингвальный принцип, то есть написать на кириллице, на русском языке и на бурятском, монгольской письменностью. Да, такого тоже очень много было. Это обложка папирос фирмы Лопатов и Лопато и сыновья. Они потом уехали в Австралию, но эта фирма, она еще работала в Китае, и до сих пор она есть, и до сих пор выпускает папиросы, сигареты. Да, вот такой тоже дизайн. Здесь очень много людей, которые дизайном занимаются. Мы можем видеть, да, что могли использовать вот кириллица, монгольская латиница, монгольская письменность. Здесь монгольская письменность, здесь уже на русском языке написано. Так, давайте дальше пойдем. Угу. Вот свидетельство еще специально нашел в интернете. Свидетельство, да, то есть свидетельство на лицевой стороне на русском языке, или наоборот, можно считать, это лицевая сторона, это оборотная сторона. И мы можем заметить, что в шрифтах, да, монгольская письменность, она немножко такая бедноватая, да, то есть у нас не было такой развитой шрифтовой культуры, а точнее она была, но она, если бы нам дали бы еще бы лет 30 вот так развиваться, конечно, у нас была бы шрифтовая культура, а так нет, не получилось. У нас разгорался, у нас культурный костер, он разгорался, и его потом потушили в 1933 году, и нам не дали развиться. Это фотография из Монголии, это участницы такого фем-клуба местного, да, здесь женщины, они все с такими, как сказать, с лентами, на которых написано, что мы поздравляем, да, друг друга с 8 марта. Ну, тут очень много текста, мы не будем на нем останавливаться. Здесь вот написано, да, Ирхысулу, да, здесь написано Малшан Арде, да, то есть скотоводов, Ирхысулу, свобода, да, воспрянет, да, пусть прославится. Арде, Хобис Халта, и здесь дальше должно быть слово, видимо, революция или революционное дело, пусть прославится. И есть такая история, она была описана в одной бурятской книге. Это, видимо, не true колоризация. Это, скорее всего, не true колоризация, она, возможно, была выполнена с ошибками. Но есть такой рассказ очень интересный. Я посмотрел на их косынки, вспомнил. Есть такой рассказ, он зафиксирован хорошо. В революционном угаре в 22 году одна девушка, она сняла с одной тибетской книги, которую мы показывали, она сняла обложку, а обложка была красного цвета. Она была ярая революционерка, она сняла, сказала, это все старое, это все не надо. Она сняла и использовала эту обложку как косынку, и она через некоторое время начала говорить на незнакомом языке. То есть духи книги ее прокляли, да, но не то, что, прокляли такой современной ориентализации уже. Она начала говорить на тибетском языке, как потом выяснилось, да, она вернула обложку книги, и все пришло в норму. Такая поучительная история, и это надо запомнить, потому что я к этому вернусь еще. Так, давайте дальше пойдем.
Отлично. Ага, все. Да, вот такая есть эффектная фотография. Монгольские номера, да, это не Бурятия, это Монголия уже, да, здесь номера написаны на кириллице и на монгольской письменности, причем еще и с цифрами, да. Тоже для нас очень, в какой-то момент, можно сказать, ну, может быть, пример, да, пример для нас современных. Это тоже фотографии из Монголии, здесь уже такой, можно сказать, фотографии из сельского клуба «Ликвидация образования». Здесь мы сразу можем видеть, да, что это точно монголы писали, да, буряты немножко по-другому пишут. Письмо-то само одно и то же, но почерк немножко отличается, да, буряты могли не вытягивать, да, эту букву вот так. Ага. У бурят обычно она вот такая была. Сейчас. Ага. Здесь тоже, да, видите, доска, как она ориентирована, вертикаль, не в горизонталь, а в вертикаль. Так, ага, ладно, дальше. Буквально вот недавний очень документ 1931 года, если я не ошибаюсь. Он уже почти выглядит как современный. Может быть, даже у кого-то из бабушек наших есть такой сохранился. Может быть, видели какие-то, да, свидетельства о рождении. Да, здесь большими буквами написано «Тургене тохай гршилга дугар». И видите, у нас уже здесь в этом языке, в языке бурятском, на монгольской письменности 30-х годов уже образуются некоторые обороты, которые характерны для современного бурятского. Например, здесь написано «Тулубурихо сулуулугдыва». Вообще-то считается, что нужно избегать страдательного залога в бурятском языке, надо использовать причастие прошедшего времени. Видите, из-за того, что мы переводим с русского языка, мы думаем на русском языке, мы очень часто используем страдательный залог. Это такая современная бурятская языковая болезнь. Она уже тогда проявлялась. И это что нам может сказать, что многие вещи у нас уже такая генерационная особенность, да, генерационная травма. Вот, да, были такие в Бурятии плакаты, которые на монгольской письменности публиковались, да, на борьбу с Колымом. Но, кстати, я считаю, что у бурят Колыма не было. Это уже ориентализация, это уже демонизация такая бурят, да, то есть у Советского Союза была установка освободить от традиционной культуры, от ламско-феодальной культуры, от наинатской культуры, и поэтому нужно... Да, у бурят было такое, что можно было женщин покупать, но это не было в таких масштабах, как мы можем представлять, не как это было в Средней Азии, например. Даже в Средней Азии это было не таким распространенным явлением. А у нас тем более. Но, тем не менее, да, есть такие моменты, но в любом случае мы должны здесь видеть что? Что мы должны для нас современных запомнить? Билингвальный дизайн — это окей. Вот, да, у нас билингвальности нет в Улан-Удэ. У нас билингвальность где? Она на некоторых памятниках, на некоторых указателях. Вот в Хэпхабе была одна очень хорошая, я про него даже делал отдельную публикацию. Ладно, потом покажу. Так вот, это окей, да? Это монгольские плакаты. Как вы видите, здесь уже немножко дизайн другой. В 20-е, в 30-е годы в Улан-Баторе, тогда в Улан-Баторе тоже проживало очень много советских специалистов русскоязычных. И, как видите, здесь уже немножко дизайн немного сместился. Да? Кириллица она внизу, а монгольская письменность она наверху, и монгольская письменность она прям так набрана жирным шрифтом. Очень хорошая фотография, колоризация немножко подкачала, но тем не менее очень такая красивая вывеска. Здесь возникает очень проблема. Нам очень сложно делать сейчас вывески на кириллице и на монгольской письменности одновременно. Если мы берем вот такую вывеску, мы можем ее сделать, да, она, видите, она вот такой размер, а кириллица, она все равно, да, она занимает такую доминанту, да, то есть если мы хотим людей научить хотя бы даже на бурятском кириллице читать, я не говорю о монгольской письменности, нам монгольскую письменность сейчас никто не позволит использовать, да, у нас просто не то законодательство, мы живем в России, это надо помнить, и нам всегда это напомнит. А кириллица, она всегда доминанта, хотим мы этого или нет, она будет доминантой, а чтобы она не была доминантой или чтобы она была хотя бы такая более-менее равноценная, для этого нужно включать уже дизайнерский ум, и я думаю, нам потребуется на это еще... Нам, бурятам, потребуется очень много, даже если монголам это сейчас не удается, это им не удается. Южным монголам это тоже не удается.
которые в Китае живут. Это уже у нас отдельный вопрос, это нужно уже решать отдельно, это уже тема для 2 отдельных лекций точно, потому что есть какие-то наработки, но их нужно уже с обществом обсуждать. Теперь мы переходим к самой мякотке, эпоха пропаганды. Тут нужно предварить эту главу тем, что когда много русских этнографов царской эпохи, до Советского Союза, они были в Бурятии, они писали, часть из них, большинство из них писало, что буряты используют свою письменность, монгольскую письменность, и окей, да, они используют, они какие-то из особенностей, кто-то под особенности не говорил. Потанина, например, она могла написать, она писала черным по белому, у бурят своей грамоты нету, они используют монгольскую письменность. То есть что мы можем, мы не должны на это внимание обращать, мы должны подумать о Потанине. Потанина, она, получается, она разделяла бурят и монголов, для нее это были разные нации. А буряты той эпохи нет, они себя мыслили одним народом. Но это, опять, если я скажу одним народом, это уже, я боюсь, что публика неправильно поймет. Видите, надо всегда мыслить той эпохой. То есть не современной эпохой, да, как у нас любят романтики говорить, что все, один народ, да, прям все, там на одном языке говорили. Нет, разница навсегда была. И буряты, они осознавали себя бурятами, но они не противоставляли себя с монголами. Разница в одежде была, разница в языке была, разница в обрядах, может, немножко была чуть-чуть, но это не было таким выраженным, как сейчас, да. Но мы уже переходим, знаете, к таким концептуальным вопросам, да, сроду, кто сейчас буряты являются, да. Я не встречал более такого разобщенного народа, чем буряты, вот правда, абсолютно. Мы не то, что по языку разделены, мы разделены по мышлению, мы разделены по границам. Есть монгольские буряты, есть шинхэнские буряты. Это опять для отдельной темы, для отдельной лекции тема. Мы переходим к эпохе пропаганды, когда внезапно Советский Союз, монгольская письменность есть, Советский Союз думал, деятели Советского Союза думали, что будет мировая революция, и чтобы готовиться к мировой революции, нужно перейти на латиницу. Что с этим делает, что в связи с этим происходит в Бурятии? Начинается пропаганда. Писали монгольскую письменность, внезапно она стала старая, внезапно она стала старомонгольской, внезапно в ней архаизмов много, внезапно старых форм, внезапно она стала феодально-теократической, внезапно она стала еще какой-то, внезапно она стала, что неудобная, вертикальная, внезапно Ербанов на встрече со Сталиным и Ворошиловым, он пишет, что старомонгольский, потом опять, что старомонгольский уже, это 1933 года издание. Дальше к концу 30-х уже откровенно пишут, что не было письменности, это писал Цидын Галсанов, один из поэтов. Дальше, здесь Хоцин Намсараев пишет в одной газете, который сам писал на монгольской письменности, старая письменность, созданная в ламских монастырях, принесенная из Монголии и Тибета, была чужда и непонятна народным массам. Вот что мы видим. И это писал народный писатель Хоцин Намсараев. Дальше, орудием беспощадной эксплуатации. Оказывается, феодалы, ламы нас беспощадно, наших дедушек, бабушек беспощадно эксплуатировали этой письменностью. Прям брали и в горло нам, видимо, засовывали. На самом деле нет. И эти все строки, они написаны бурятами. И это, между прочим, очень такая скользкая тема. Я даже не знаю, как о ней говорить. Я что хочу сказать. Эти строки все были написаны бурятами. Эти строки не писали советские деятели. Эти строки писали буряты. Даже те, которые... Опс, не туда. Эти строки все писали буряты. Почему было важно, чтобы буряты писали? Чтобы буряты сами, как будто бы сами, они ревизируют свое прошлое. Если бы написал бы Ворошилов или Сталин, тогда бы не поняли бы, да? Если написал бы бурят, тогда бы уже, да, уже есть какое-то такое обоснование. Вот вы сами про себя так говорите, все. Если вы сами про себя так говорите, значит все правильно, да, мы с вами правильно все делаем. И это, между прочим, оно до сих пор проявляется, но я дальше не буду говорить. Тлеющие угли традиций, да, давайте мы перейдем к следующей главе. Но очень много было людей, которые знали монгольскую письменность, и есть такой момент, что в тенденциозных изданиях про бурят говорят, что они были неграмотные. Но на самом деле надо внимательно читать переписи тех лет. В переписях тех лет под грамотностью подразумевается владение русским языком и кириллицей. Вот. И это самый главный момент, который мы должны помнить. На самом деле было очень много грамотных, а поскольку владение ею стало непозволительным, она была ламской, она была феодальной, она была антинародной. Если ты владеешь этой письменностью, значит ты кто? Ты враг народа.
Да, за хранение книг на монгольской письменности увозили, только так. И поэтому люди скрывали, да, знание этой письменности, скрывали то, что они ее знают, скрывали много, особенно по Оке, по Тумке, в основном в горных районах люди, они прятали эти книги, да, прятали эти книги. Но монгольская письма, она все равно используется в переписке. Это письма с Юго-Восточного фронта Великой Отечественной войны, Юго-Западного фронта, ну, это тема Молдавия, Румыния, это уже 1944 года письма, они были написаны с фронта, не знаю, как их цензура пропустила, но это реальные письма с фронта. Были такие плакаты, но это уже не бурятский, это же монгольский плакат, да, который посвящен боевому братству военно-воздушных сил Великобритании и Советского Союза. Да, это плакат какого? 1941 года. Почему? Потому что мы знаем, что советская авиация, она бомбила Берлин в 1941 году в августе. Да, то есть символически советский летчик, он пожимает руку британскому летчику, что, ну, как бы сказать, на современной эпохе уже не представить, да, но во всяком случае мне... Чем нравится мне та эпоха, если не говорить о войне, о том, что тогда действительно, если Америка это союзник, Великобритания это союзник, мир, дружба, жвачка. Мне в этом плане нравится. И да, здесь написано Берлин Хота, да, Берлин. Да, вот очень интересный документ 1966 года, и это очень ценный документ в том плане, что буддистская сангха, она использовала монгольскую письменность для переписки. Но почему она использовала? Потому что все, кто в буддистской сангхе тогда был, это все были старые кадры, которые еще до 30-х годов обучились, которые знали монгольскую письменность. И это письмо пожертвования буддистам Южного Вьетнама от Центрального духовного управления буддистов СССР, да, 12 августа 1966 года, Хамбулама Гамбоев. Что мы должны знать? Вот видите, это перевод на русский язык. Что мы должны знать? То есть была какая-то все равно у бурят той эпохи, была символическая потребность сказать, что вот мы буддисты СССР, мы буряты, мы калмыки, тувинцы, мы отправляем вам письмо на русском языке и на монгольской письменности. То есть уже мы должны как-то этот месседж, да, воспринять правильно. В том плане, что Хамбулама Гамбоев, он мог на русском языке отправить вьетнамцам, а среди вьетнамцев тогда было очень много русскоговорящих. А для чего на монгольской письменности вьетнамцам отправлять? Это уже момент концептуальной истории, да, мы должны понимать, это уже антропологический момент из антропологии. То есть все равно какая-то потребность самоидентификации была даже в Советском Союзе, даже в 60-е годы. С 1987 года начинается, я ставлю с 1987, почему? Потому что тогда именно был не указ, а постановление министра образования Монголии, Дорлик Джаф его так звали. Он ввел обучение монгольскому письму для 8 и 7 классах именно с 1987 года. Именно с 1987 года, то есть не с 90-х, а именно с 1987 года. И уже официально монгольская письменность в Монголии, она возрождается уже как именно официальный инструмент, уже как знак государственности с 1991 года. Это, вы узнаете, это молодой Илбек Дорч, он тогда был журналистом в газете «Улан Одон», позже он станет в 2009 году президентом, в 2009 году, и у него ходак, да, с монгольской письменностью. Я точно вижу по почерку, что это не он писал, этому не писали монголы, этому написали кто-то из внутренней Монголии, я прям вижу это по почерку. И мы должны понимать, что в Монголии тогда, да, ну, когда Советский Союз распался, в Монголии тогда была тоже такая своя мини-перестройка, внезапно все стало можно, внезапно стало модно говорить, что мы монголы. Что делают монголы внезапно? Они начинают, конечно, вспоминать, да, что у них есть своя собственная культура, что они не обязаны быть народом мира, да, что они не обязаны быть 16-й республикой Советского Союза. В моду входит монгольский дыгыл, дейль, да, монгольская письменность. И японцы, да, японская фирма, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли Panasonic, то ли Philips, она создала, да, для монголов, для нужд монгольского книгоиздания вот такие печатные машинки уже digital, да. Они до сих пор используются, ну как, уже больше музейный экспонат на самом деле. Но несколько книг, несколько изданий, которые были набраны этими машинками, они есть. Да, вот у МИАТа были такие посадочные билеты, которые на английском и на монгольской письменности. Но в 90 вот эта обратная, скажем, демонголизация, да, не прям такая, прямо
не то, что мы прям думаем, да, что-то страшное, а обратная, скажем, демонголизация и, наоборот, обратное возвращение кириллицы. На самом деле кириллица никогда не выходила из моды, просто какая-то мода, она остается модой, да, она продержалась у них 3 года всего. Потом они поняли, что слишком тяжело, очень много денег требуется, очень много кадров требуется, очень много литературы требуется. Литературу в Монголии тогда на монгольской песне не выпускали, они ее заказывали во внутренней Монголии и на Тайване. Они поняли, что слишком большой культурный гэп образуется между подрастающим поколением и молодежью, и они решили, что монгольскую песню нужно немножко с ней повременить. Тем более 90-е годы, в Монголии 90-е годы были не лучше, чем в России 90-е годы. И вот этот, скажем так, такая волна, да, она прошла. Она прошла, но она шла до какого года? Монголия экономически она начала подъем к концу 10-х годов. И вот именно в это время внезапно, снова такая вторая волна пошла. Начали говорить о том, что монгольская письменность нужна, действительно. И этому предшествовало очень много событий. Я не буду их называть, но с 25 года, с января, да, уже документацию ведут на монгольской письменности. Но у нас наши СМИ бурятские, они подняли по этому поводу панику. На самом деле у монголов теперь такой двойной документооборот. И это не означает то, что с нас будут требовать, да, знания монгольской письменности. На самом деле, как человек, живший в Монголии, как человек, который сам монгольскую письменность преподавал монголам и принимал экзамены, они прекрасно, я все это знаю, скажем, из кухни. Любой народ это достаточно инертный. Это не только монголы, все инертные. Если нам скажут на латинице писать, мы тоже очень долго будем привыкать. Если нам скажут поменять песню, мы тоже очень долго будем привыкать. Считается, что чтобы монгольская песня действительно вошла в оборот, да, примерно требуется 50 лет. Да, и это если еще все звезды сойдутся. На самом деле у обычных монголов, да, у обычного народа, у них проблем бытовых без этого прям полно. Им бы лишь бы на кириллице нормально научиться писать. Про кириллицу еще расскажу. Но, тем не менее, лед тронулся, уже я знаю, есть, давно они достаточно есть, уже государственное стандартное оформление документов, даже шрифт уже определен. И я знаю, есть проблемы. Какие? В монгольской письменности, мы знаем, да, в монгольской письменности есть вот такая буква, это буква О или У. В 2023 году я был на конференции, которая посвящена проблемам диджитализации монгольской письменности. Там была одна докладчица, которая как раз занималась, она еще айтишница, она говорила, что из-за монгольской письменности, если мы будем ее вводить, у нас внезапно возникнут проблемы с безопасностью в интернете. Почему? Потому что эта буква в Юникоде, она декодирована одним кодом, плюс 1833, кажется. И это очень проблемная вещь, потому что если два звука, они помечены одной буквой, это автоматически означает, что пароли, которые мы используем, они становятся в 2 раза слабее. То есть их в 2 раза легче взломать. И это очень... Куда мне нужно нажать, чтобы перейти обратно к слайду? Сюда? Спасибо. О, отлично. Вот этот файл, по-моему. Теперь мы не найдем, да? Нет, мы найдем, но... вот все, отлично. Да, вот такая внезапная проблема есть. И об этом надо помнить очень многим бурятам, потому что у бурят, я знаю, есть такая, честно скажу, интересная черта. Мы романтизируем. А почему мы романтизируем? Потому что у нас бытие не очень хорошее, да, которое есть. Мы начинаем говорить, особенно, знаете, эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял. Нам кажется, в Монголии все, у них там все классно, правильно, да, настоящие монголы, да. На самом деле нет, проблем там тоже полно. И вот об этой проблеме я говорил, и о ней в Бурятии никто не говорит и не знает. О том, что если пароли делать на монгольской письменности, они в 2 раза слабже становятся, и эту проблему надо решать. Они решают эту проблему, но с этим нужно уже договариваться уже на мировом уровне, с консорциумом Unicode. Потом еще есть такая проблема, например, в некоторых хоребурятских
бумагах. И в некоторых баргузинских бумагах есть такая буква. Она обозначала «ш», да, вместо того, что мы вот видим, какую «ш» мы обычно представляем. Да, вот такая. Вот. Это обычно такая «ш» стандартная, да, но буряты в некоторых ситуациях они могли ее вот так писать. Но вот с этим, вот чтобы эту букву внести, Эндрю Вест, Вячеслав Зайцев и я, мы 3 года с этим работали, и нам приходилось на 2 конференциях ездить в разные страны и объяснять, почему эту букву нужно декодировать в Unicode. И она сейчас в Unicode есть, да, и она как раз, кстати, декодирована именно вот с таким гордым названием бурят, да, бурят, че, letter, да, бурятская че. Проблем очень много, да, проблем с этим файлом, да, нужно нажать. Ага, все. Проблем очень много, и нужно о них знать, да, и опять-таки помнить, например, да, вот еще документы. Мы должны знать, что проблем очень много, но это одновременно и не значит, что мы должны опустить руки. На самом деле проблемы надо решать, и я об этом всегда говорю. Но и не надо романтизировать, надо смотреть на вещи как есть. Да. Касательно внутренней Монголии, во внутренней Монголии тоже люди любят романтизировать Китай, говорят, что вот Китай такая страна, которая очень культурно относится к национальным меньшинствам, она всех уважает, да, там ничьи языковые права не затрагиваются. На самом деле считается, что монгольская письменность во внутренней Монголии она была сохранена, чтобы снизить до минимума контакты между монголами Монголии и монголами внутренней Монголии. А как выполняется выстраивание границ? Через разные письменности. То есть халха-монголы, они уже не прочитают эту, да, письменность. А в монголы из внутренней Монголии, они уже кириллицу не смогут прочитать, соответственно, они письменно не смогут между собой общаться. Но, тем не менее, да, оно во внутренней Монголии не без своих проблем тоже, но об этом я не буду рассказывать. Но самое главное, мы должны знать, что книгопечатание, оно гораздо более активное. Владение этой письменностью, оно на уровне родного. И русская классика, и Пушкин, и Чехов, братья Карамазовы, и все, это все уже на монгольском языке есть. Но проблема, видите, в том, что они зачастую переводятся не с русского языка, а с китайского. Да? То есть все равно какая-то доля, так скажем, исконного духа, да, она теряется при переводе. Но есть, конечно, литераторы, есть исследования, которые посвящены сравнению переводов, как во Улан-Баторе перевели Тихий Дон, как перевели во внутренней Монголии, есть разница. Так, давайте. Теперь мы перейдем к функциям, поскольку у нас лекция называется «Функция монгольской письменности». Я вывел для бурят несколько функций, которые действительно, я имею в виду для бурятоязычных бурят. Знание монгольской письменности, оно чем очень полезно, да? Монгольской письменности сохранен этимологический корень, да? Этимологический корень. То есть мы можем знать, что, например, этноним ага, да, он связан со словом ола. Но в кириллице это, в устной речи и в кириллице это связано утрачено, а в монгольской письменности оно не утрачено. И таких примеров очень много, я не буду о них рассказывать, слишком специфические темы. Если прямо очень упрощая говорить, очень упрощая, лучший язык знаем. Дальше символическая функция, просто знать хотя бы, да, что у нас такая письменность была, что она, может быть, будет, да, в активном употреблении в будущем, хотя тоже тут очень не без проблем. Ну и, соответственно, преемственность. На монгольской письменности гораздо больше осталось у бурятской литературы, нежели на кириллице. Если мы говорим о литературе, у меня есть очень хороший пример, он посвящен бурятскому стихосложению. Хоцин Амсарай в 23 году, у него очень длинные были стихи, прямо вот такие. И я читал их на кириллице, и я смог восстановить их монгольскую форму исконную. Оказалось то, что он использовал традиционную монгольскую метрику при письме. А потом началась интернационализация, началась мода на советизацию, русификацию. У него стихи стали внезапно очень похожи на русские. Такие, знаете, типа би, шамда, ирып, да, там, ямар гое басхынга шипша. Упрощая говорю, а наши исконные стихи, наши
бурятские традиционные урелы, я не говорю о таких удан жаргылты, утанахты, не об таких простых. Я говорю о действительно сложных, например, дошогой алзате, дондоршогой боинте, там и так далее, там, да, это все выстраиваются такие длинные предложения. Они очень такие, очень длинные, и это все одна строка. Дальше идет, да, вторая строка. Потом, еще я говорю про этимологию, старые бурятские стихи, старые бурятские песни, у них сохраняется аллитерация на «с». На «с» какая-то строка начинается на «г». Как кириллица вошла, у нас утратилось, у бурят утратилось языковое чувство. То есть буряты перестали ощущать, что «с» родственен звуку «га». Они начали его этимологизировать с ближайшим «х». И это очень... Это не то, что плохо, это просто как есть, но на самом деле в таких вещах не бывает однозначно хороших вещей. Но вот как, например, это все зависит от личной позиции. Человек, он может быть консерватором, ну не в плохом смысле консерватором, он может быть коренизатором, он может очень любить. Есть люди, которые действительно любят свою национальную культуру, да, они считают, что вот тогда была настоящая, она действительно была настоящая, а сейчас она немножко такая, уже с рельс сошла. Я это действительно наблюдаю. Например, мы идем, да, вот внезапно нам сказали, что забудьте свое проклятое прошлое, мы пришли сюда, и внезапно мы сюда не можем вернуться. И одновременно, чтобы туда пройти дальше, у нас уже корень утрачен, мы его не восстановим, и мы не можем без него, без корня вперед пойти. В результате мы в итоге остались ни рыба, ни мясо. И это не только в языке наблюдается, это и в культуре, массовой культуре наблюдается, это и в подходах к религии наблюдается, это и в, как бы сказать, таком, ну, собственном мироощущении наблюдается, но это опять-таки тема для отдельных лекций. Потом про подходы. Что нам нужно делать, да? Сразу скажу, прямо отрублю, да, по-настоящему. Монгольская письменность без устного языка, она непредставима. Причем не просто какой-то устный язык бытовой бурятский, нужно действительно очень хорошо на бурятском, потому что письменность, это же не просто там взять на стену повесить, о, красиво, все, я бурят, да, там, о, это же вообще, это прям сам Чингисхан писал. Нет, конечно, это такой, знаете, это называется карго-культ, это явление, оно вообще-то возникло на Тихоокеанских островах. Давайте я расскажу о карго-культе. Во время Тихоокеанской кампании американцы, они захватывали очень много у японцев островов для строительства аэродромов. И у американцев была очень выстроена военная машина, и очень много грузов прибывало. Да? А туземцы это наблюдали, видели то, что самолеты привозят форму, еду, оружие. Война закончилась, американцы уехали, а туземцы, они начали тоже, так как американцы, ходить строем, команду друг другу отдавать, надевать форму американскую, какие-то, знаете, как сказать, делать из бамбука радиопередатчики и так далее. И, соответственно, они думали, что вот мы эти действия выполняем, и прилетят самолеты с добром, с одеждой, с оружием и с прочим благом. А эти самолеты, они не прибывают, да? Но это называется карго-культ. У бурят карго-культ в чем он выражается? В том, что если мы купили какой-то сувенир, какую-то рюшечку, да, там с узором, о, красиво, да, все. И это у бурят современно вызывает ощущение приближения к корням. И это неплохо, я сразу скажу, но это и нехорошо. В таких моментах нету хорошего и плохого, это просто есть. Нам надо это признать, нам надо с этим, можно сказать, не то чтобы смириться. Решать это или нет, это уже второй вопрос. Я точно знаю, что это прямо... Это сейчас пока еще не осознанно обществом. Я думаю, лет через 15 у нас с этим будут связаны очень большие проблемы. Мы сейчас просто пока не осознаем. Но стоит уйти поколению, которое действительно еще такую бурятскую культуру застало, и у нас начнется катавасия. Вот что я хочу сказать. Потом про язык я сказал, что нужно обязательно хорошо язык знать. Почему? Потому что письменность, она рождается от языка. Если мы написали одно слово «боюн-улзы», да, например, это не значит, что у нас это добро прибудет. Мы же должны между собой разговаривать первоначально. Мы сейчас разговариваем между собой на русском языке, улан-удэнцы в основном. Мы используем для переписки в основном русский язык. Чтобы действительно эту письменность возродить, надо сначала хотя бы научиться между собой на бурятском разговаривать. А эти проблемы, они уже, к моему великому сожалению, они уже перешли почти в разряд необратимых. Я
у меня есть несколько неоспоримых фактов, но это опять для другой темы, для другой лекции тема. И мы должны бороться с карго-культом, да, то есть если мы что-то взяли такое бурятское, принесли его домой, или купили дыгыл, или сделали маску, или я не знаю, еще что-нибудь сделали, да, от этого мы бурятами уже той эпохи не станем. Это невозможно. Даже если мы курсы ведем монгольской письменности или как-то что-то пытаемся там язык преподавать, да, это не, я не говорю бесполезно, это хорошо, это да, это нужно делать, но от этого тренд не образуется, у нас совершенно другие. Мы выйдем сейчас на улицу, мы поймаем первого бурята, мы скажем: ты знаешь про это? Он скажет: не знаю, знать не хочу, иди отсюда. Такого очень много. Просто мы думаем, что вот наш мир, он вот такой, да, вот все, прям. Я начал заниматься, все такие, да. Это еще было заметно, я помню бурятия.org форум. Вот он, уже тогда это было, да, еще в 8-м, 7-м годах это было, и это до сих пор продолжается. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться, но пока буряты, они в таком, знаете, в таком, как сказать, положении между мирами, да, и одновременно и сюда не можем вернуться, потому что уже навыки утрачены, а вперед идти нам нечего, нам не на чем просто опираться. Мы не знаем вот эту, знаете, как сказать, багажа, на чем основа. Чтобы что-то новое создать, надо хорошо знать старое. И мы должны знать, да, что в обществе есть такая, чем хуже живет общество настоящим, тем больше оно идеализирует прошлое. И это в чем вылезает, да? Есть такая тенденция к романтизации прошлого. В прошлом все было хорошо. Вот тогда были буряты точно уж, да, хорошие, да, такие все прям, прям. Такого тоже очень много. Просто стоит зайти в социальные сети и увидеть это. И мифологизация, да, тоже такое встречаю много, говорят: о, Чингисхан сам писал. Нет, Чингисхан сам не писал. Это не царское дело писать. При нем был штат писарей. Хубилай хан тоже он сам не писал. Он знал языки соответствующие. Он знал монгольский, он знал чагатайский, он знал китайский соответственно, да, но язык двора. Они не писали сами, за них это делали обученный штат придворных писарей. Ну и касательно подходов, еще, это вот все, что я сказал, это примерно все, что я сам пережил, все, что я сам наблюдаю. Это примерно 20% из того, что я мог бы еще рассказать, от того, что я мог бы еще рассказать, но пока у нас слишком мало информации, чтобы прямо однозначно выводы делать, прямо вот такие, да. Самое главное, нам нужно решить проблему с бурятским языком, а уже потом к этому переходить. И потом второе, это в 2002 году нам еще запретили использовать некие лирические письменности. Это еще в 2002 году было сделано. А мы про это не знаем, мы думаем, что все, можно все сделать. Нет, на самом деле нет. Есть ли будущее? Это уже от нас зависит. У меня вот такой краткий ответ. Все в наших руках, а может быть и не в наших руках, может быть в чужих руках. Но я думаю, лет через 5 уже будут, нет, не 5, лет через 10, я думаю, смогу сказать больше. Примерно какие тенденции. По поводу преемственности у меня еще несколько было слайдов, по-моему, они не вошли в эту версию. Из бурят современных, кто действительно преемственно монгольской письменностью обладал, почему я так говорю часто о преемственности? Вот это именно то, о чем я говорил. Да, если есть преемственность, значит, нам есть на чем выстраивать будущее. Да? Без преемственности у нас уже мы оторваны от корней, мы не можем будущее построить. Из действительно людей, которые тогда еще могли обучиться, последним человеком был Лупсун Доржиевич, художник. Но у него, даже я на нем вижу, что у него такие были больше такие подходы 30-х годов. А вот людей, которые еще до революции монгольскую письменность выучили, может быть, у ламу или своих родителей, у бурят, кстати, было очень развито домашнее обучение. Я не знаю никого. Я знаю только некоторые рудименты среди шинхэнских бурят, но они у них не очень прям так выражены. Надо внимательно слушать и изучать. Но я могу сказать, что бурятская традиция монгольской письменности, она умерла бесповоротно. Но у нас очень много документов есть, благодаря которым мы можем реконструировать это. И я как раз этим сейчас занят. И я свою кандидатскую на этом выстраиваю частично. И я думаю, что я через 3-4 года, может быть раньше, буду рад представить вам предварительные результаты о бурятской традиции преподавания, о бурятском способе, о преемственности, о том, как возродить вот эту цепочку преемственности.
и в связи с этим выстраивать обучение бурятскому языку несколько, не то чтобы, не хочу говорить эффективно, но уже, ну просто видите, поскольку я видел эти стихи на монгольской письменности, я видел, что там «с» с другой буквой. Сейчас так уже не аллитерируют, тогда аллитерировали. То есть мы знаем, что ассоциация букв, ассоциация звуков, она была немножко другая тогда. И это с нами живет, но мы этого не осознаем, мы этому не отдаем отчет. А через эти источники мы можем понять, да, что вот синтаксис тогда был такой, ассоциация была тогда другая немножко. И даже мы можем через вот эту цепочку можем даже выстроить фонетику бурятского языка 16-18 века. Я думаю, если кто-то связан с бурят-театром, да, можно даже предложить пьесу на старобурятском языке, да, это было бы очень прямо интересно. Примерно мы можем видеть, да, какой был бурятский тогда. Ну, в общем, на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Мне было очень приятно, что вы послушали. Если кто-то какие-то вопросы есть, сейчас давайте два вопроса разберем. А если кто-то хочет связаться, у меня вот есть адрес, да, в тележке. Найдите. Мгалан, большое спасибо. Спасибо. Ребята, ну мы не заканчиваем, у нас есть рубрика вопрос-ответ. Порядок такой. Попрошу вас всех задавать вопросы в микрофон, вставать. Вы все войдете в историю, в запись, поэтому прошу задавать вопросы именно в микрофон. Есть вопросы у кого-нибудь? Я тут тогда сами передавайте, хорошо, чтобы я... Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос. Была ли, получается, письменность монгольская в 16 веке у западных бурят? В 16-15 веке? Вы знаете, очень хороший вопрос. Я сразу скажу, во-первых, в западно-бурятских диалектах есть слово «бышек». Есть у ольхонских бурят был, или я не знаю, может быть, есть культ писарей, шаманских призваний упоминается писари. Это второй факт. И третий факт, Предбайкалье, оно было в районе, оно было подчинено Засактуханом, монгольским Засактуханом, а если вы подчинены какому-то району, вы должны давать отчетность. Если вы даете отчетность, значит у вас есть писари. Я считаю, что у западных бурят была письменность, и у нас есть упоминание еще в эпосе ГСР, что у одного из героев на... Господи, я забыл слово это. Украшение у коня, не украшение у коня, а таха по-русски как будет? Подкова, да. Подкова украшена письменностью. То есть это уже о чем-то говорит, да. Может быть, у западных бурят была грамотность не в той степени развита, как у восточных, но она была. И я 3 факта этих привел. То есть мы можем строить, да, предположение. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Прекрасная лекция. Вы говорили о латинице. Я хотела спросить, почему латиница не закрепилась, а на смену латинице пришла кириллица? И я так понимаю, это не только у бурят, но и у других народов Советского Союза. Спасибо за вопрос. Очень все просто. Советский Союз, деятели Советского Союза планировали мировую революцию. Чтобы мировую революцию предварить, надо перейти на латиницу. А через несколько лет они поняли, что с мировой революцией не выгорит, надо закрепляться на этих границах, поэтому всех перешли, сделали так, что люди сами захотели, но на самом деле сами захотели, на самом деле перешли на кириллицу. У кого вопрос? Добрый вечер. Я хотела спросить, вы проводите занятия по каллиграфии? Я по каллиграфии провожу занятия, но они ознакомительные, а я всегда хотел бы уже людей, которые бы серьезно этим занимались, бы, да, взять ученики. Но поскольку я с 8-го года занимаюсь этим, я думаю, что... На самом деле, смотрите, по каллиграфии тоже хорошую можно было бы лекцию сделать, если публика захочет, можно провести ее, потому что каллиграфия, она уже такой превращается не то чтобы отдельную, но достаточно важную сферу, в том плане, например, хотя бы, что, например, каллиграфия, что мы под ней понимаем.
кто есть каллиграф, да, например, самые лучшие каллиграфы Монголии, они себя каллиграфами не называют, да, это очень высокая заявка, вот, хотя бы с этого начать. Но я считаю, что уже могу примерно делиться, да, вот таким своим видением, примерно говорить, что лучше, да, и как это все выстраивать. Уже единственное, видите, надо, я говорю, избавляться от этого карго-культа, да, вот взять, вот так сделать, да, и думать, что, о, все, я молодец, я написал, да, нет, я таких людей не беру, да, я беру людей, которые действительно хотят этим заниматься, и которые будут посвящать этому большую часть своей жизни, да, и каллиграфия, на чем стоит? Мой преподаватель, он говорил, каллиграфия стоит, это не просто помазок, да, вот так, как швабры, да, вот так. Каллиграфия, она стоит на 3 столпах. Это поэзия, надо знать очень хорошо свой язык, надо уметь сочинять самому стихи. Надо быть ученым, надо быть и дизайнером, графиком, да, чтобы правильную композицию. Надо быть художником, да, чтобы знать пигменты, да, как они работают. Надо знать кислотность бумаги, что такое, да, может ли мое произведение пережить 500 лет. Это очень-очень много, знаете, это прямо, как сказать, очень многослойное явление. Это не просто так, о, все, нет. Есть такая культурная особенность у монголов, у бурят. И я думал, что у японцев, у китайцев этого нет. У них есть, когда говорят про каллиграфию, все вот так делают. Ну, это такой жест, да, то есть уже у людей, да, образовалось такое мышление, что если каллиграфия, это обязательно кисточка. На самом деле каллиграфия, ее можно и ручкой делать, да, простой. Угу. Еще есть вопросы? Да, вот вы про тувинцев говорили. Тувинцы тоже использовали монгольскую письменность? Да, тувинцы использовали. Хотя они тюркоязычные. Они тюркоязычные, но письменный язык у них монгольский, причем у них очень хороший монгольский был. И есть даже воспоминания первого человека от Монголии, который представлял Монголию на ООН в 1966-1965 годах. Он встретил там делегатов от Тувы, или это, я ошибаюсь, на 20 лет, может быть, это было в 40-х годах. Но я точно помню строки. Представители монгольской делегации, они не могли с тувинцами разговаривать на одном языке, но они внезапно, тувинцы достали листок бумаги и написали им на монгольской письме, они вот так письмом общались. Такое было. И это было и не только такое общемировое явление, это было и между китайцами и корейцами, между китайцами и японцами. Да, вот интересный такой момент. Причем у тувинцев очень такая грамотность была, прямо чувствуется, что там очень чистый, очень хороший монгольский язык, такой типичный халха. Да. Ну, письменный я имею в виду. Вот еще, может, вопрос есть, образовался. Все было исчерпано, да? Всем все понятно. Всем все понятно, да. Ну, спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Спасибо большое, что стал частью нашей лаборатории. Спасибо. Мы очень ценим это. Более того, нам очень приятно, что есть люди, которые изучают это очень, очень объемно, очень глубоко. Вот, я и надеюсь, что и нашим участникам лаборатории, и не участникам было это очень полезно. Спасибо большое. Это был Сайну Эрдым. Спасибо. А мы пока не договорились за продолжение. Если публика захочет, продолжение может быть. Вот, можно сейчас прямо заявить об этом Амгалану. Хорошо, конечно, мы подумаем, потому что это задача нашего лектория, знания проявлять, рассказывать о нашей бурятской культуре, и не только о бурятской, но всех культурах, которые есть на нашей Бурятии. Поэтому следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь.